История музыкального праздника «Василей» зародилась в 1993 году. Тогда это был фестиваль районного масштаба, задуманный и воплощенный в жизнь самодеятельными композиторами, известными ныне тремя Василиями – Василием Гущиным, Василием Ладыгиным и Василием Чуюровым. В качестве даты проведения районного фестиваля «Василей» был выбран день 13 января, канун Дня святителя Василия Великого. В православном летоисчислении это был еще канун Нового года. Первый раз мы собрались в 93-м году. Нас было 7 единомышленников. После съезда Коминарода нам дали простор для фантазии. Первая мысль пришла в голову: нет коми-песен. В то время песни писали в основном Вацлав Мастеница и Яков Перепелица. А где остальные? Разве их нет? Ситуация потребовала как-то защитить самодеятельную песню композиторов, создать какие-то для них условия с тем, чтобы их творчество не уходило куда-то в стол или в вату там, или еще что-нибудь. И уже в январе 1994 года на сцене районного дома культуры села Усть-Кулом развернулся фестиваль «Василей». Конечно, и организация, и проведение, и вся подготовительная суматоха легли на плечи авторов и их друзей-единомышленников. Сидели ночами, готовились. Специально звали пожилых людей, чтобы они помогли нам внести народные элементы. Ведь идея этого праздника в народном гулянии Васильева дня, а не в чествовании нас, Василеев. Канун Васильева дня во многих районах республики было принято отмечать праздничным ужином. На Сысоле и Вычегде для этого обязательно варили свиную голову и ноги. Поэтому этот день так и назывался – Поршюр кок Виледанлун. Буквально день обгладывания свиной головы и ног. Праздничные увеселения накануне Васильева дня издревле проходили у коми с песнями, танцами, играми и ряжеными. Отличительной особенностью посиделок было то, что на них собирались не только молодежь, но и все желающие. Были, когда молодые, в основном-то, конечно, дурачились. То поленницу свалим, то что-нибудь в колодец спустим, то стучимся кому-нибудь в двери, потом сами убегаем. И хотелось это все вносить, этот Василей. Мы сами сидели, писали сценарий. Порой даже в зависимости от настроения людей в зале мы где-то меняли какие-то сценарные моменты. Приходи скорей, народ! Праздник Василей идет! Линию празднования народного праздника «Василей» взяли за основу и организаторы фестиваля. На площади перед Домом культуры и на сцене каждый год разворачивается театрализованное представление с участием большого количества персонажей. Были народные персонажи, они буквально из жизни взятые, как они в жизни себя вели, так они и на сцене у нас работали. То есть какой-то такой совершенно народный театр, но очень высокой культуры. То есть мы никогда не позволяли себе каких-то лишних выражений, каких-то пошлостей, там этот порядок, это отношение очень бережное, очень высококультурное, оно до сегодня сохранилось. В основном первые праздники строились на песнях авторов этого фестиваля. Но с каждым годом география участников расширялась. Сюда, в Усть-Кулом, стали съезжаться не только композиторы соседних районов, но и дальних городов республики.
тому времени, когда родился Василий, уже, по-моему, прошло 2 республиканских праздника Шон-Бибан. И вот тогда уже усть-куломские композиторы, в том числе Саша Уляшов, Вася Чуюров, Вася Гущин, значит, мы уже дали основной пакет специального репертуара в эти праздники. То есть высветилась вот эта вот когорта творческих людей. К тому времени подтянулись ребята из Прилузия, Визинга, в Сыктывкаре несколько человек. Я был на первом фестивале. Мы были с Эльфией Каратаевой. Но тогда этот фестиваль был районный, я уже говорил. Вот я сам ей аккомпанировал. Вот пела она тоже Лыбы Джишина пела, Висер Вожин пела. Вот, известные песни, которые сейчас звучат по всей республике. Вот. И, конечно, тогда возможности, конечно, были скромнее, гораздо скромнее. Всего за несколько лет местечковый песенный праздник переродился в республиканский фестиваль современной коми-песни «Василей». Интерес к фестивалю отнюдь не был случайен, поскольку конкурсная программа праздника была призвана пропагандировать творчество коми-музыкантов, открывать новые имена исполнителей и поэтов-песенников, пополнять репертуар народных и эстрадных коллективов. «Василий» – это была свежая струя. Это были песни, не похожие на попсу. Это, именно это было что-то новое, новинка. Поскольку я еще председатель жюри на рок-конкурсе, у меня была возможность сравнить. И, пожалуй, что рок-н-ролльщики тогда в чем-то отставали от Василия. Попасть в список лучших песенных авторов республики и показать свое творчество на фестивале современной песни «Василей» мечтали и мечтают многие. Но профессиональное жюри строго подходит к выбору произведений. Главными критериями для подачи песни является то, что она не должна ранее звучать ни на каких других конкурсах. Также произведения должны быть представлены только на коми-языке. Если на первые фестивали допускались все композиторы, подавшие заявку, то потом, когда количество желающих стало расти, его стали проводить в 2 тура. В первом отборочном туре стали отсеивать и оставлять только 13 песен, которые должны были прозвучать на самом празднике. Республика взяла на себя инициативу. Они сделали положение. В первые праздники кто хотел, тот и показывал свое творчество на фестивале. Решили сократить. И сейчас выходят на сцену только 13 человек. 13 песен – это, видимо, как-то связано с датой проведения фестиваля – 13 января. Но несколько раз, включая и этот год, жюри делало исключение. Научный этап конкурса допустило 14 песен. И уже из этих произведений жюри выбирает лучшее. По окончании очного этапа конкурсной программы зрители тоже могут выбрать лучшую песню в номинации «Приз зрительских симпатий». Все композиторы ведь вредные. Они же все по-своему воюют за свою песню. Они считают, что лучше его песни нет. Но на той лаборатории нужно убедить композитора, самодеятельного любителя композитора, в чем его какие-то недоработки, недостатки. Вот. Надо убеждать. Это задача все-таки лаборатории. Во-вторых, лаборатория все-таки должна помогать оформлять песню. Не все композиторы знают ноты, не все умеют их записывать, не всегда профессионалы умеют оформлять ноты. Очень часто там бывает такой вот прием, на который попадаются самодеятельные композиторы. Они подчиняются ритму стиха. И по первой ноте я уже знаю, какая будет 27-я. А это неправильно. В песне должна быть неожиданность. Сейчас, слава богу, вернулись на круги своя, потому что
сейчас уже понимают, песня – это у нее 3 автора. Автор музыки, автор слов и исполнитель. И от этого очень много зависит. Исполнительскую эту линию нужно тоже как-то присоединить. Соревнование идет, кто попадет на этот праздник. Это до сих пор сохраняется. И тогда попасть было на этот праздник как счастье такое. Я очень, конечно, рада, что почти с первых Василеев я могла участвовать на этом празднике. Лидия Петровна Логинова – одна из тех, кто знает о фестивале гораздо больше других. Без нее не обходился ни один Василей. Много лет она была в числе организаторов этого праздника и ее бессменным ведущим. А песни композиторов в исполнении артистки сразу становились любимыми зрителю. Сейчас Лидия Логинова сама выставляет свои авторские произведения на суд жюри фестиваля. На первом Василии я не была. Я, наверное, со 2-го или с 3-го начала, когда этот праздник делал Игорь Скляр. Не на самом Василии начинался праздник, а на подготовке уже начинался праздник. Шутки, смех, придумывание всяких песен, четверостишие, стихотворений. В общем, было это очень здорово. На протяжении всего существования Василия, за исключением первых 2, у артистов, а это в большинстве случаев выходцы из малых деревень, есть уникальная возможность выступить на одной сцене с ансамблем народной музыки «Зарни-Йоль» Коми Республиканской филармонии. Мелодичные переливы в их исполнении помогают ощутить зрителю всю полноту красок звучащей песни. За 25 лет существования фестиваля свои видения, как должен проходить этот праздник, реализовывали разные именитые режиссеры. Каждый из них предлагал что-то свое по улучшению и преображению праздника. Около 7 лет первым режиссером Василия был профессор Московского государственного университета культуры и искусств Игорь Скляр. Сегодня огромная победа Василия. Это настоящая победа в культуре. Вся история Василия – это чистейший родник. Всегда не хватало денег. Вы видели сегодня сцену? Лас-Вегас, понимаете, это действительно уровень. Нам бы это 25 лет тому назад, я не знаю, где бы мы сегодня были. Как вспоминает сами Василий, праздник, воплощенный Игорем Скляром, получался действительно народным, ведь каждая песня перемежалась шуточной сценкой, которой играли сами сельчане, танцами и играми, близкими душе коми-человека. Если сравнивать 2-й праздник и сравнить нынешний Василий, то превращается Василий в такой официальный праздник, блестящий, что ли, да? То есть в нем участвует очень много людей, которые регламентируют и время, и возможности. Городской зритель стал приезжать очень много. То есть к ним нужна другая метода, да, и им нужно что-то подавать ближе к городской культуре. В 1 год я приехала сюда, и оказалось так, что, не знаю, в чью светлую голову эта вот мысль пришла. Конкурс сделали на тематику военных песен. Мы сидели и просто не знали, что делать, потому что там какие-то шутки, там какие-то игры, а потом военная песня. Вот это вот невозможно было связать. И поэтому Василий, конечно, тогда получился очень грустный. Вот. И потом после этого Василия стали думать, как бы сделать нормальный Василий. Да ничего не надо искать. У нас по-моему, 19 районов.
Дать одному району сделать Василий, дать другому району сделать Василий. И Василий будет вообще шикарный. За время существования праздника было множество его сторонников и противников. Даже в вырезке газеты «Коми-Му» за 96 год в статье о лангаже Василей автор указывает на неоднозначное отношение к фестивалю уже в начале его пути. Автор пишет: «Некоторые говорят, надо ли было тратить 40 миллионов на однодневный праздник в то время, когда людям зарплата не выплачивается. Надо отметить, что эта статья вышла до деноминации». Случаев, когда всеми уже полюбившийся праздник пытались скорректировать, не считаясь с авторами, тоже множество. На такие проявления самоуправства, конечно, негативная реакция 3 Василеев была оправдана. Сейчас не так проходит фестиваль, как это было задумано. Может, организаторы думают, что такой вариант проведения более подходящий для нынешнего времени. Хотелось, чтобы он был не столько современный, а сколько народный. Паника авторов фестиваля достигла пика тогда, когда появились слухи, что место проведения республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей» перенесут в столицу Коми. И этот опыт даже однажды практиковался. 20-й юбилейный фестиваль проходил в стенах театра оперы и балета Республики Коми. Но по завершению ремонта в Доме культуры села Усть-Кулом, который проходил в дни проведения фестиваля, праздник вновь вернулся в село. К слову, в этом году в приветственной речи министр культуры Республики Коми вновь затронул данную тему. Много было споров. Может быть, стоит проводить Василий в Сыктывкаре, в столице. Так вот, я вам с этой сцены официально гарантирую, что главный бренд Усть-Куломского района, фестиваль «Василей», самый любимый праздник всех жителей Усть-Кулома, самый любимый народный праздник всех жителей Республики Коми, всегда будет жить в Усть-Куломе и всегда будет проводиться только здесь. Нам очень долго пришлось воевать. И это очень осложняло жизнь и нервы. Многие считали, и до сих пор есть сторонники, чтобы Василей проводить раз в 2 года. Но природа праздника такова. Песня каждый год должна рождаться. А нельзя делать перерыва. Говорят, да, ты сегодня в этом году напиши, а на будущий год ее подготовь. Нет. Жар души надо сразу отдавать, пока он не остыл. Мы не тає Василеев таємі. Мы не тає Василеев таємі. Мы не тає Василеев китамі. Шуам зичке Василеев ставальмі. Мы таєли, єдили. Ну, как же, вот он. Уяда, Юр Судал, видимо. Вот он, музыкальная тема. Некоторые музыкальные темы услышал во сне. Многие удивляются, как возникает та или иная мелодия. Иногда специально подбираешь ноты, чтобы стихотворение красиво легло на музыку с первого до последнего слова. Сначала первая строчка выряется. Пипилисты соколай, пипилисты соколай, күчемеш депшемид. Пипилисты соколай, күчемеш лебежемид. Я тогда тоже вела этот Василей, и где-то там в уголке села, там в классе, где Эльза Джорджиас занимается, и писала, и вдруг они стали репетировать эту песню «Пепелистый сокол». Я так сильно плакала. Я не могу объяснить, почему. Конечно, это сильная песня. Sarıcı saye ve tılıvlı
Возможность выразить себя здесь, возможность показать свое мастерство в песне, возможность отразить мир, в конце концов. Вот мир, где мы живем. Мир Северной Земли, Коми, республики, который мы очень любим. Действительно, песни, прозвучавшие когда-то на фестивале «Василей», мгновенно разлетаются по всей нашей необъятной республике. Выпущены именные диски авторов этого фестиваля. Напечатан сборник песен. Большой заслугой является и то, что произведения, которые когда-то прозвучали в первый раз со сцены фестиваля, сегодня включены в программу «Унары Мавоевов» «Многоцветий Севера» государственного ансамбля песни и танцы Республики Коми Асьякыа имени Виктора Павловича Морозова. Василей стал еще тем, что вот появился у нас Василек. Это праздник еще краше, мне кажется, потому что там дети выступают. И самое главное, что вот появились очень много хороших детских песен. Василей, он не погибнет. Уже что бы ни произошло, он будет жить, он будет продолжать существовать, потому что творчество нельзя погасить в душе людей. И вот то, что Василей дает раскрыться индивидуальностям и неожиданностям. Зимний Шондыбан, Коми Евровидение. Как бы ни называли республиканский фестиваль современной коми-песни «Василей», цель этого праздника неизменна. Фестиваль призван развивать песенное искусство коми и пропагандировать творчество коми-композиторов и исполнителей, становясь хорошей стартовой площадкой для начинающих. Возможно, через несколько лет Василей накопит смелости и опыта и станет международным. Ой, как